Здравствуйте! Время новостей на канале «Новый век», в студии Анастасия Маслова. Смотрите сегодня. Лучшее образцовое стойбище Тувы. Спецрепортаж из районов республики. Начать техническое перевооружение общественного транспорта в Кызыле. Требования главы региона Шалбана Караула. Крайние меры. Судебные приставы и сотрудники компании «Тыва Энергосбыт» проводят рейды по должникам за электричество. Об этом не только подробнее. Лучшее образцовое стойбище Тувы. Такой конкурс объявило Министерство культуры для развития туризма в республике. В нем могли принимать участие любые организации без ограничений, предприниматели, предоставляющие туристические услуги. Заявки принимались до 31 мая. Всего было подано 18 проектов. Во второй тур прошли 11 стойбищ. На этой неделе комиссия проверяла готовность участников к приему туристов. Наша съемочная группа также отправилась в районы и увидела, как выглядят лучшие стойбища Тувы. Специальный репортаж Дианы Баян-Багус. Первым участником, претендующим на звание «Образцовое стойбище», было крестьянско-фермерское хозяйство Верх-Дургена в Тандынском районе. Строгие жюри оценивали стойбище по нескольким критериям: показ культуры и быта тувинцев через мастер-классы, организация промо-компаний по привлечению туристов, качество услуг – это питание, транспортная доступность, наличие туалетов, бани, душевой кабины. Но и это не все. Обязательно необходимо наличие сотовой связи, турмаршрута, указателей на дорогах и, самое главное, обеспечение безопасности туристов. Кажун – это у нас центральный район, который имеет много уникальных мест. Отдел культуры Тандынского района активно помогает участникам конкурса. Планирует подписать договор с главой хозяйства об оказании платных услуг по проведению мастер-классов. К примеру, изготовление накосного украшения. Мастер-класс стоит 450 рублей. Как трофей изделия турист забирает себе. Другой, не менее интересный мастер-класс – изготовление тувинской муки «Тыва-Долган». Зерна прожаривают в чане до приобретения золотистого цвета. Далее нужно на ступе протолочь, затем промолоть. В итоге блюдо полностью готово к употреблению в пищу. Ну, с туристами нам предлагали информационный центр создать филиал при отделе культуры. Ну, мне кажется, у нас методист по туризму будет работать именно в сфере информационного туризма. Это у нас сейчас время-то, у нас современное время, можно уже по интернету найти туристов. Самое главное, надо заинтересовать туристов. Другие услуги, как проживание, питание, предоставление транспорта, проведение турмаршрутов берет на себя хозяин стойбища. Турмаршрут включает в себя озеро Чагатай, Арголик, Сватиково, Дургенский каньон. Один человек за 15 тысяч рублей получит полный спектр услуг. Так-то люди ездят, все время тоже спрашивают какие-нибудь услуги, подъезжают. Вот мне предложили, что есть такой проект, вот решил поучаствовать. Следующий участник – Василий Хураган. От Кызыла расстояние до 1,5 часов езды. Часть дороги проходит через Сосновый Бор села Балгазан, через Арбан-Куран и придорожного кафе «Аржан». Это местечко находится в очень живописном месте недалеко от села Шурмак Тесхемского района. Сельское туристическое стойбище Байдаг расположено на берегу реки Сайлыхем, рядом Аржан-Дутухдыт. Администрация Тесхемского кажуна нам выделили финансовые средства на установку туристических указателей. У нас, чем другие стойбища, вот это стойбище доступное для туристов. Для удобства туристов здесь есть беседка, гостевой дом в деревенском стиле, есть баня и душевая кабина. Услуги, предоставляемые хозяином стойбища, это охота, рыбалка, собирательство ягод, грибов, орехов, конные турпоходы. В зимнее время года также охота, рыбалка, лыжи, конная езда, коньки. Мысли, что-то было, туристически можно открыть. Чтобы люди приезжали, отдыхали. Ну, тренажерный какой-нибудь зал маленький такой. Еще здесь юрт или домики хотим построить, чтобы можно даже спортивный сбор можно здесь проводить. Всего в Тесхемском районе изъявили желание принять участие 3, отобрали 2. Это стойбище Байдаг в селе Шурмак и следующий участник – сельская туристическая база под названием Отугорук, что в переводе на русский «Огненная дорога». Это старое название села Самогалтай. Приедет, отдыхает, на Тевехая съездит, озеро Байхөл съездит, потом в Жарлыхем съездит. Вот, красивый Аржан есть у нас в Жарлых, и вот такие красивые места показываем. Для того, чтобы отдых был круглогодичным, участник построил баню, уютный гостевой дом, а для проведения мероприятий – банкетный зал. Планирует стройки сауны. За 2 сутки на двоих 5 тысяч.
Сельскохозяйственный племенной кооператив «Ургай» Эрзинского района. Стойбище находится вблизи границы с Монголией. Участники проекта занимаются разведением тувинской породы коз, коров и лошадей. Они опытные ветераны сельского производства. Проводят экскурсии по горе Кыжыге и по минеральному источнику. Есть вот конный маршрут, и у них транспорт свой, автомашина, УАЗик. Но так-то мы тоже предлагаем, если управлению культуры тоже есть автомашина, и УАЗик, и легковой автомобиль, так-то дорога доступная. Основной упор делается на обучение тувинскому быту, традициям и обычаям. К примеру, приготовление национальных блюд, пастьба скота, прием охота, стрижка животных. Здесь не соскучишься, делится Барысма Кунга. Нам часто приезжают наши соседи из Монголии. Нам приходится принимать гостей. Их очень интересует уникальная тувинская порода коз из-за кашемировой шерсти. Мы угощаем их тувинскими национальными блюдами. Одними из гостей семьи Кунга это Ольга Зимановская и Алексей Ашгибицев. Алексей отлично ладит и управляется с конем. Только вернулся с пастбища. Как отметили гости семьи, 11 августа здесь на стойбище состоится их свадьба. Более того, молодые планируют принять участие в губернаторском проекте «Каштаг для молодой семьи». Сюда часто приезжаю. Здесь, понимаете, свежий воздух. И, как-то сама Тува, да, знаете, сама скотина как бы тянет. Сюда сами по знакомству приехали, как бы сдружились. Вот приезжаем так на отдых, и помогаем, конечно. Ездить на лошадях научился. С лошадьми общий язык нашли. Мониторинг комиссии по проведению республиканского конкурса завершается. На звание «Лучшее образцовое стойбище Тувы» претендует 11 участников. Каждое стойбище обладает своими уникальными достопримечательностями. И все оказываемые туристические услуги сильно отличаются друг от друга. В целях развития сельского туризма в республике, для того, чтобы поддерживать сельское население, которое работает с туристами, все равно они принимают туристов, чтобы им оказать поддержку. Также для сохранения культуры быта тувинского народа, для того, чтобы туристы могли ознакомиться с тувинским бытом. В августе состоится заседание комиссии, где примут решение, кто же получит государственную поддержку в реализации своего проекта по оказанию туристических услуг. Сумма господдержки пока что не оглашается. Диана Баембугусерес-Ховалык, телекомпания «Новый век». Глава Тувы потребовал начать техническое перевооружение общественного транспорта в столице. Вопрос с пассажироперевозками стоит остро как в Кызыле, так и с межмуниципальным сообщением. Есть теневая занятость и изношенный автопарк. Глава Тувы Шалбан Караул потребовал определить четкую позицию и порядок действий по упорядочению сферы пассажироперевозок. На сегодняшний день в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства Тувы зарегистрировано 563 предпринимателя в отрасли дорожно-транспортного хозяйства, тогда как число неофициально занятых достигает 4000 человек. Кроме того, фактически не принимаются нормативно-правовые акты, которые препятствуют выходу на рынок транспортных услуг недобросовестных перевозчиков, а износ имеющихся транспортных средств увеличивает затраты на их эксплуатацию. Как сделать так, чтобы в родном нашем городе произошло техническое перевооружение? Прошли совершенно ненужными, архаичными стала сегодняшняя эта ситуация с газелями. Там же есть спрос, там же есть люди, которые готовы платить. Просто по существу темы, которую мы с вами обсуждаем, надо для себя понимать, что предприниматели появляются только там, где будет публичность и открытость правил игры. Здесь нужно просто вам сформулировать эти правила игры. Цена 1 квадратного метра жилья на первичном рынке в Туве составила 41 тысячу рублей. В первом полугодии 2017 года в республике организации застройщики и население за счет собственных и заемных средств ввели в эксплуатацию 402 квартиры, включая квартиры в общежитиях, что на 4,7% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает информационное агентство Тува онлайн. Средняя стоимость строительства 1 квадратного метра общей площадью отдельно стоящих жилых домов квартирного типа в первом полугодии 2017 года составила 42 117 рублей. На первичном рынке жилья на конец первого полугодия этого года стоимость квартир находилась на уровне 41 625 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Рост относительно аналогичного периода 2016 года в среднем составил 0,4%. На вторичном рынке жилья цены снизились в среднем на 3,5%.
0,5%, при этом 1 квадратный метр жилой недвижимости стоил 47 501 рубль. И о курсах валют. Доллар стоит 59 рублей 91 копейка, а евро 69 рублей 68 копеек. Сделаем небольшую паузу на рекламу, оставайтесь с нами. Носить шубу может еще и рано, а покупать самое время. Горячие скидки от знатных мехов. С 28 по 30 июля в спорткомплексе имени Ярыгина. Бабушка знает, где что покупать. Помидоры на рынке, а мясо у Семеновны. Технику-то дешевле в интернете. Смотри. Посудомоечная машина Канди по интернет-цене 13 990 рублей. РБТ.ру. Это новости на канале «Новый век». Мы продолжаем выпуск. Компания ТВ «Энергосбыт» ведет борьбу с должниками. Одна из мер – отключение электроэнергии и взыскания задолженности по решению суда. Так, из-за нарушений по оплате задолженности за электричество сотрудники компании ТВ «Энергосбыт» совместно с судебными приставами проводят рейды по злостным неплательщикам. Одним из них оказалось кафе. Привычка не оплачивать долги за электричество заканчивается отключением, а в некоторых случаях и взысканием имущества за счет долга. Хозяева одного из городских кафе-магазина задолжали за электричество более 50 тысяч рублей. В результате задолженности по потребителю была направлена заявка на ограничение режима энергопотребления в сетевое предприятие ТВ-Энерго, а также судом было принято решение о взыскании задолженности и выдан исполнительный лист. В декабре 2016 года был заключен договор энергоснабжения между АО ТВ «Энергосбыт» и индивидуальным предпринимателем. По данному договору энергоснабжения потребитель не рассчитывался, в результате чего сложилась задолженность за электроэнергию. Нами была подана заявка на введение ограничения энергопотребления по данному объекту. Как мы видим, это место общественного питания нашего любимого города. Да? Не исключаю, что есть самовольное подключение к сетям ТВ «Энерго». Компания ТВ «Энергосбыт» еженедельно проводит подобные рейды по злостным неплательщикам. Все происходит по одному и тому же сценарию. При виде сотрудников компании и судебных приставов индивидуальные предприниматели в большинстве случаев находят деньги на оплату задолженности. Как и в данном случае, предприниматель нашел деньги. Я хочу сейчас общую сумму закрыть. Оплата задолженности не единственная проблема. Зачастую люди самовольно подключают электричество. Образуется задолженность, ТВ-Энерго приезжает, отключает потребителя. Они самовольно подключаются через, набросами или крючками, или сами лезут на опору. Стоит отметить, что рейды на этом не заканчиваются, ведь высокий уровень неплатежей на розничном рынке электроэнергии лишает компанию ТВ-Энерго и ТВ «Энергосбыт» необходимых ресурсов для качественного и своевременного ремонта, а также модернизации электросетевого комплекса в Туве. Таким образом, деятельность недобросовестных потребителей создает угрозу возникновения коммунальных аварий в период предстоящего осенне-зимнего периода. Чинчиса Буяна, телекомпания «Новый век». Далее новости короткой строкой. Росгеология проведет поисковые работы на рудное золото в пределах Алдан-Мадерского узла в Судхольском районе Тувы. Специалисты разрабатывают поисковые модели золоторудных объектов участка на основе уточненного комплекса геологоструктурных, геофизических и других. Помимо этого будет изучен вещественный состав руд и околорудных метасоматитов и их технологические свойства, поисковые критерии и признаков. После этого будет составлена карта прогноза на золото. Всероссийский тотальный диктант пройдет в 2018 году 14 апреля, сообщили организаторы мероприятия. Отмечается, что со следующего года у тотального диктанта появится столица. Как ожидается, осенью будут собраны заявки от городов. Прием начнется осенью, далее на сайте пройдет народное голосование, по итогам которого будет составлен шорт-лист из 7 участников. 100 инициативных молодых людей примут участие в форуме «Команда Тувы-2030», который пройдет со 2 по 6 августа. Мероприятие проводится с целью выявления и формирования активной и перспективной молодежи Тувы для дальнейшей реализации собственных социальных проектов. Предполагается, что форум станет современной результативной площадкой для качественной работы с инициативной молодежью республики, эффект от которой, несмотря на относительно малое количество участников, будет действительно важным для развития Тувы в целом. С 1 октября порог долга, имея который можно попасть под запрет на выезд из страны, увеличивается с 10 до 30 тысяч рублей. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Повышение порога коснется не всех. По-прежнему под запрет на выезд с долгом в 10 тысяч могут попасть должники по алиментам и те, кто не рассчитался за причинение ущерба здоровью или в связи со смертью кормильца, а также за причинение морального или имущественного ущерба.
прошлом году показатели заболеваемости гепатитом Б и С в России достигли самых низких уровней за все годы наблюдений, сообщается на сайте Роспотребнадзора. По данным Всероссийской организации здравоохранения, на конец 2015 года с хроническим гепатитом жили примерно 325 миллионов человек, в том числе 257 миллионов человек с вирусом гепатита Б, а 71 миллион с вирусом гепатита С. Сегодня на Первом республиканском ФМ-радио прошел очередной квест «Замес майонез». Напомню, на этой неделе партнер игры – служба доставки «Суши-мен». Сегодня они приготовили для слушателей очень заманчивый приз, а именно сертификат на 1 килограмм роллов. Ведущие «Голос Азии» в загадке зашифровали место. Нужно лишь было отгадать его, первым туда добраться и назвать условно фразу квеста «Замес майонез». Вот кто сегодня оказался самым быстрым. Замес майонез! Мы уже первые. Будем слушать радио всегда и рекомендовать друзьям, знакомым, чтобы тоже слушали и выигрывали. Сегодняшняя игра была завершающей с партнером службы доставки «Суши-мен», но конкурсы у них продолжаются. Следите за новостями в группе «Суши-мен» ВКонтакте. И в завершении выпуска о погоде на выходные передаю слово Музе Черепановой. Здравствуйте! С информацией о погоде познакомлю вас я, Муза Черепанова. 29 июля в Кызыле переменная облачность, плюс 32, плюс 34. Вечером и ночью по-прежнему облачно, небольшой дождь, возможно гроза, плюс 19, плюс 21 градус. Ветер северо-западный 6-11 метров в секунду. При грозе порывы до 13-18 метров в секунду. Давление 697 миллиметров ртутного столба. Геомагнитное поле немного неспокойное, относительная влажность воздуха 38%. В воскресенье 30 июля малооблачно, дождь, гроза, плюс 23, плюс 24 градуса. Вечером и ночью так же, как и днем, ожидается дождь. Температура воздуха составит плюс 19, плюс 20 градусов. Ветер 5-10 метров в секунду. Порывы до 15 метров в секунду. Давление 702 миллиметра ртутного столба. Ожидается геомагнитная буря. Относительная влажность воздуха 53%. Местами по республике Тыва ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град, местами крупный. Усиление шквалистого ветра от 15 до 20 метров в секунду, местами до 25 метров в секунду. Хороших выходных и до встречи в эфире. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Далее в эфире программа «Скажем, покажем». Всего вам доброго и до свидания.